Харли Кион и сам СС, приветствуем вас, уважаемые наши зрители и читатели портала «Питер Татар». Сегодня мы проведем беседу с очень уникальным и интересным нашим гостем. Это Рахимджан Халиулович Телешов, журналист, писатель, историк, общественный деятель, выпускник отделения журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета Жданова. Мы знаем нашего уважаемого Рахима Абыя по книгам. Он автор книг «Золотая Орда. Полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга», которая написана к 300-летию города, «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Татары и русские». А у меня в руках его книга «Детище», которая появилась в 2020 году. 7 лет он работал над этой книгой, называется «Татары на берегах Невы». Мы приглашаем нашего уважаемого гостя к разговору и надеемся, сегодняшняя беседа нас всех тоже порадует, вдохновит. Итак, приветствуем вас, уважаемый наш гость. Исам СС. Исәнмез. Бик зур рәхмәт яхшы сүзегезгә. Мин инде әйттегез, Телешов Рахимджан Халиулла, сокращенно Рахим Халилович. Мин качандыр бетердем университет. Инде 82 ел булыр мин торам Петербургта. Була иде айлар түгел, еллар була иде. Татарларны көрмисен и сөйләшеп булмый. И шуннан татар теле бераз оныта башлады. И чыгышлар, лекциялар татарча укый алмыйм. Гаепләмәгез, шуннан барыгызга да телим. Тазалык, тынычлык, бәхетлек и гаепләмәгез, рус теленә күчәрбез, Алла бирсә. Ну что ж, Рахим Абый, я подготовила небольшую такую вот преамбулу. Я начну с нее, а может развернем нашу беседу, потому что вы лично знакомы были с Львом Гумилевым, и в целом ваш путь, он застал достаточно такой и драматический период в нашем государстве, в период блокады. Об этом тоже поговорим, но все-таки хотелось бы вот с такого начать. Вот он писал, Лев Гумилев: «Расцвет культуры и искусства происходит не на подъеме пассионарности, а в период ее остывания. Точно так же раскаленная магма оставляет кристаллы, а в кристаллах драгоценные камни. То они возникают не вследствие кипения, а вследствие остывания, то есть окончания процесса». Вот ваше экспертное мнение. Мы сейчас, собственно, в процессе чего? Остывания или у нас наоборот раскаленная магма, и в целом вот все, что происходит в социуме, и роль нас, татар, в частности, все-таки Санкт-Петербург является культурным центром татар, мы об этом тоже поговорим. Как вы можете охарактеризовать сегодняшнее время? И, конечно же, потом потихонечку перейдем к вашей книге, потому что 7 лет писать книгу во время вот этого периода, это целое поколение, 7 лет. У вас же, получается, осмысления происходили, то есть что-то вы правили, что-то вы оставляли. Вот ваше мнение вот на такое начало. Мое мнение, на какой стадии мы находимся. По сравнению с советской властью, которую я не очень любил, когда началась демократизация государства, когда исчезла цензура, мне кажется, татары ожили. И могу по себе сказать, я как бы получил второе дыхание. Дело в том, что при советской власти, хоть я вроде журналист, но журналистом я не работал, потому что в партию не вступал, а беспартийного их за порог редакции не пускали. Поэтому я образование получил, но журналистом не работал никогда. Более того, у меня зуд определенный был. Я читал исторические книги, часто негодовал. Много очень лжи накопилось в адрес татарского народа, его история, его культура отражаются, я бы сказал, с большой долей гнилой лжи, такой обидной. Ведь представьте себе человека, у которого есть родители, предки, и кто-то другой, например, этих предков ругает, обижает, унижает. Конечно, это такое неприятно. А когда целый народ подвергается постоянной лжи, конечно, это очень огорчает. И у меня было такое желание написать книги, но при советской власти, при цензуре моих книг никогда бы свет не увидел.
И вот когда уже началась эпоха демократизации, вот, я начал писать книги. Мне помогли во многом спонсоры, потом фамилии я перечислю. Они меня вдохновили на то, что пиши, деньги дадим. Я стал писать. Вот написал целый ряд книг, которые я покажу. Значит, я недавно относительно был в Казани, постоял около памятника Льву Николаевичу Гумилеву. Я его помню живым, я 3 раза с ним встречался, а целый вечер мы, представители татарской общины, провели у него. Это Амина Даут Ахадж был у нас, видный общественный деятель, брат мой Телешов Велюла, и я. И мы целый вечер очень любезно, мило, хорошо провели вечер со Львом Николаевичем. Потом я ходил к нему, значит, получилось так, что я хотел написать статью и даже переиздать книгу Иванина, русского офицера, который пишет о воинском искусстве при Чингисхане и Тамерлане. И я стал обращаться к нашим очень видным востоковедам, даже к тем, которые занимаются историей Чингисхана. Я говорю, вот такую книгу вы читали или нет? И какое ваше мнение? Все сказали, даже этой книги не слышали. И я позвонил Льву Николаевичу, он говорит, прекрасно, я ее читал очень давно, прекрасно помню. У него память была уникальнейшая. И вот я говорю, я эту книгу хочу переиздать, не напишите ли вы предисловие к этой книге? Он говорит, приходите, поговорим. Когда я к нему пришел, он и говорит, я, говорит, писать не могу, времени нет, вот внимательно слушайте, записывайте, что я вам скажу. И я сел и быстро писал за ним, что он говорит об этой книге. Но переиздание у меня, правда, не получилось, но письмо Гумилева с его подписью осталось. Я его когда-нибудь подарю, видимо, Татарстану в архивы, когда вот немножко время пройдет. Что могу сказать о Льве Николаевиче? Обаятельнейший человек, умнейший человек, добросовестный человек. 13 лет отсидел в ГУЛАГе. При его гениальности, при его уме. Ну уж не говорю, что он сын знаменитых поэтов, да. Что... И он много рассказывал и о своей матери, значит, и о своем отце, знаменитых поэтах. И с ним было очень приятно общаться. Это представитель самый настоящий, в самом лучшем смысле, представитель русской демократической интеллигенции. Более того, памятник поставили в Казани, в центре. И там же надпись «Я русский человек, всю жизнь защищал татар от лжи». Да, вот. И, конечно, память о нем осталась. Еще одну строчку договорим, потом, может быть, продлим. Есть музей, квартира Гумилева. Постоянное представительство Республики Татарстан, а я работал в постоянном представительстве Республики Татарстан, сделала громадный вклад и много проявила забот, чтобы этот музей был открыт. Ну, на исполнительском уровне я ходил по всем инстанциям. И у меня есть письмо от вдовы Гумилева, благодарственное письмо, есть тоже, когда Татарстан, наверное, в архивы передам, где она благодарит работников постоянного представительства за то, что мы открыли этот музей. Только визитов, наверное, у нас было несколько к Вербицкой, к ректору Государственного университета. Мы хотели, чтобы под эгиду университет взял. Но потом все-таки место нашли, и музей открыт, прекрасно функционирует. Как чудесно, видите? Вот, да, получается, Рахим Абы, вот его, ну, его как бы называют отцом, да, тюркского нашего вот большого его семейства, а вы своим творчеством, своей писательской деятельностью, вы еще как бы обозначены как историко-лингвист. Вот вы, получается, вот продолжили эту плеяду, а можно поподробнее о книге, которая вот, собственно, у нас в 2020 году появилась, и что такое историко-лингвистическое вот это направление, аспект в вашем творчестве, то есть как это все, да. Ага. Вот покажу эти книги. Ну, во-первых, вот сувенирный экземпляр. Вот это сувенирный экземпляр. Ага. Чуть-чуть поближе, вот, поближе к экрану, чтобы мы... Вот так, ага, все теперь видно. Благодарю. Вот она. Ага, на 700 страницах. Это вот сувенирный экземпляр. Вторая книга, о которой вы говорите, лингвистический анализ для истории. Это «Татары и русские. Историко-лингвистические размышления». Она на 500 страницах. Вот это феноменальный труд, тоже поподробнее. Да, это я тоже писал 7 лет. Вот эту книгу я писал 7 лет. Сейчас бы, может, быстрее написал, потому что не пользовался еще интернетом, и бывало, за каждым словом ездил в публичную библиотеку, чтобы этимологию слова знать.
Вот И так вот. здесь, Ага. я считаю, ценнейший, ну, во-первых, совершенно смело могу сказать, подобной книги в России еще не было. То есть были публикации отдельных статей, небольших, может, брошюр на тему тюркизма в русском языке. Но Мгм. чтобы вот такого рода большая книга, посвященная влиянию татарского языка на русский, такой книги еще не было. Это феноменально, потому что, ну, как бы, собственно, этот же год ознаменован как раз годом татарского языка нашей, да, вот, уважаемая Вот я республика. И любуюсь вот, вашим костюмом, например, там у меня есть раздел «Одежда». Например, ага, есть раздел «Одежда». И вот, например, одежда. Взять шапка, шапка, значит, колпак, колфак, значит, тюбетейка, там казакин, мгм. шуба, штаны, портки, чулки, сапоги, Ой-ой-ой, башмаки ага, и так далее. Это все татарские слова в русском языке. И вот я на эту тему пишу. Взять животные, красота. взять бытовые наши, вот стол, стул, утюг, ну и так далее. Мгм, мгм. Громадное количество, печь. Вот, это все тюркские, татарские слова в русском языке. И вот на эту тему я написал вот такой обширный труд. Чудесно, чудесно. Я хочу эту книгу, потом отдельно об этом поговорим, где мы Значит, ее, вот да. это сейчас уже почти вышла эта книга, почти вышла. А Ага, та будет, это второе переиздание где-то, наверное, в феврале, в марте. ага. Ну вот, вот этот труд, вот вся писательская ваша деятельность, вот если нырнуть в прошлое, в детство, откуда у вас вот вся эта распаковалась способность, талант? Вот, Откуда? Тогда да, начну со своего детства. Значит, мне да. было ровно 2 года, когда началась Великая Отечественная война. Мгм. Мы оказались в блокаде Ленинграда. Тяжелейшие были условия. Ну, я только по рассказам это могу вспомнить, потому что когда те 2 года и началась война, конечно, в 2 года я ничего не помню. Мгм. Мгм. Все страдания испытала наша мама и мой отец. Мой Мгм. отец, Телешов Халилуллах Хасянович, был взят на войну советско-финляндскую. И 1939-1940 год он провел в Мгм. войнах с финнами. Мгм. Затем началась Великая Отечественная война, и он оказался в Великой Отечественной войне на Ленинградском фронте. Я вот в своих книгах пишу, Ленинградский фронт один из самых тяжелейших. Почему? Потому что наряду с обстрелами, наряду с тем, что были постоянно бомбежки, здесь сырой плохой климат, как бы на всех фронтах это было, но здесь еще был голод. Мгм. Голод испытывали не только гражданские лица, но и военные, хотя их паек был чуть выше, но его не доставало. И вот люди воевали. И вот мой отец 6 лет воевал. В детстве мы его и не знали, и даже особо не скучали, потому что когда не видишь человека, то вроде не привыкаешь к нему. Он 6 лет воевал. В 1944 году был тяжело ранен, отпущен, приехал в деревню, в 1945 году нас забрал. Он Мгм. был настолько изранен, очередная жертва войны. В 1954 году в возрасте 37 лет он умер. Мать наша осталась с нами, с 4 детьми, на маленьком заработке. Мгм. Вот. Как она уж нас подняла на ноги и дала еще и образование высшее. Это чудеса, фантастика. Мы на нее молимся, как на ангела. Героизм. Это вот, да, Да, такой был героизм. героизм, да. Да. То есть у вас Ну, 4 детей. Вы старший, средний, младший? я второй. Второй. Пятый был, но умер. Значит, Ага. самый старший умер. Мгм. Вот. Второй мой брат, он 79 лет прожил, 2 года тому назад умер. Значит, я второй. Потом, значит, вот у меня сестра. Мы через 2 года в июне еще родились. И уже Мгм. из графика выпал из-за войны. Это младший мой брат. Он родился в 45 году. Мгм. Вот. Младший брат. Мгм. Ну, если говорить о самой, значит, блокаде, я говорю, я ничего не могу рассказать по причине того, что не помню, а врать в этих священных делах Мгм. язык не поворачивает. Но отдельные рассказы помню. Например, вот мать говорит, что когда мы по дороге жизни поехали в деревню, а деревня, где жил мой дед, это Мордовия, граница Пензенская область. Это деревня Татарский Лундан. Раньше он Мгм. назывался Шеренгушский район, а сейчас Зубово-Полянский район. Вот там Мгм. наш дед. Теперь, когда мы уже пересекли Ладожское озеро и сели на поезд, то поезд нас вез туда 2 недели. Теперь по дороге не кормили. И можно было, если здесь не умер от голода, по дороге можно было умереть. Но сердобольное население выходило к поездам.
Кормить, да? То есть, получается... На которых вывозили голодающих ленинградцев. Ага, И ага, кто картошку давал, кто ага, кусок ага. хлеба давал, кто Мгм, там мгм. огурец давал и так далее. И Да. благодаря этому мы вот добрались через 2 недели где-то то в вагоне, то на крыше. И Мгм, несколько раз, мать рассказывает, подвергались бомбардировкам. Немцы бомбили эти поезда. мгм, мгм, Когда бомбежка наступала, машинисты через громкоговоритель приказывали всем рассредоточиться, бежать как можно дальше от поезда. Вот. мгм. Ну, те бомбы бросали, уезжали, и кто жив остался, возвращался, и поезд шел дальше. Конечно, мама с 4 детьми, причем сестра у меня родилась 25 июня 41 года. То есть она О, была еще совсем мгм, мгм. несколько месяцев. И вот получалось, что она нас накрывала и читала молитвы. Кстати, насчет молитв такой эпизод вспоминаю. У нас председатель нашей общины Магдеев, я с его матерью разговаривал, говорит, когда мы ехали тоже, как и мы, они переплывали Ладожское озеро по дороге жизни, Мгм, и отец вот Рашида Тагировича Магдеева был муллой, и он в полголоса читал молитвы. мгм. Дело в том, что опасность была то ли сверху немцы бомбили, то лед проваливался, и под лед уходили машины целые. Да, И он да. читал Коран. И вот одна русская спросила, что вы там читаете? Он говорит, я Коран читаю, чтобы мы живы остались. Вы и нам, пожалуйста, читайте, Бог у нас один. Вот И он так. читал. Да. Мгм. Ну что И ж, вот, короче альхамдулилля. говоря, значит, блокаду мы пережили, ну, вот уехали, Мгм, жили 3 года в деревне. мгм, Татарский Лундан, Шеренгурского, Терезового, Полянского района. В 1945 году вернулись. мгм. Отец наш сюда привез, так как здесь было с продовольствием тоже очень плохо. Дед зарезал барана и, значит, лютые холщовые, как это, мешковина завернул, чтобы мы здесь имели питание. И где-то несколько раз пересаживали нас, потом в Ленинград многих не пускали, ну, мы его отца пустили, потому что он был ветеран войны и участвовал Мгм. именно на Ленинградском фронте, а так не пускали в Ленинград. И из поездов снимали. И вот на одной из пересадок мать рассказывает, она нас маленьких подает на платформу, а отец принимает. Или наоборот, мать там наверху, а отец снизу. И Мгм. вдруг из-под платформы крючок высовывается, и этого барана крадут. Ой. И отец сюда под платформу нырнул, ходил в темноте, потом милиционеры говорят, хорошо, ты еще и под электричество не попал, и убить могли-то. Вот так. Короче говоря, без денег и без еды сюда приехали. Но опять у нас было много родственников, сердобольные, татары, мусульмане друг другу помогают. Какое-то количество времени мы здесь прожили. Были случаи, отец у меня на 3 работах работал. Я говорю, иногда говорю, ты врешь, как можно на 3 работах? Я говорю, работал. На 2 работах днем, а последнего работа была Елагинские у нас острова, знаете, да, Центральный Мгм. парк культуры и отдыха имени Кирова. Там Да-да-да-да. сторожем ночным устроился. Конечно, там спал немножко. И я там часто с ним время проводил. Рыбу мы с ним, бывало, ловили. И он там Мгм. немножко вздремнет, и опять на 3 работах. То есть и днем, видимо, и тяжелое ранение плюс тяжелая работа. Вот в 1954 году он в возрасте 37 лет скончался. Мгм. Теперь, когда мы сюда вернулись, мы русского языка абсолютно не знали, потому что самые 3, 4, 5, 6 лет, которые я там вот в Мгм. деревне был, это как раз тот возраст, когда происходит становление, языковое становление человека. И, Ага. конечно, там татарский хорошо Мгм. выучили, русского ни бельмеса, ни слова. Когда сюда вернулись, во двор выходим, говорим по-татарски. И русские мальчишки на нас нападают, бей немцев, фашисты пошли. То есть они Ой-ой-ой. слышат незнакомую речь. Ага. Не знаю, и мы быстро подружились, мы довольно-таки деревенские сильно оказались, и, кажется, поварями сделались, и друзьями. И я вот 8 с лишним лет уже живу здесь, в Ленинграде, никогда не испытывал какой-то обиды, горечи или какой-то дискриминации из-за того, Мгм. что я татарин. Наоборот, я часто иногда слышу, Рахим, вы все-таки хорошие люди, татары. Я говорю, мне приятно слышать. То есть похвалу слышу, а ругани никогда. Ну да. Но Мгм. противовес этому в литературе о татарах очень много плохого пишут. И вот это меня, как говорится, во многом вдохновило, что если мне дали какое-то образование, у нас Мухлися Ханум Зарипова была, Мгм. основатель нашего татарского национального движения, вы ее помните, да? Да. Вот она часто такую вещь говорила. Если ты, мусульманин, знаешь какие-то полезные вещи, ты обязан делиться с другим. И думаю, я тысячи книг прочитал,
И у меня есть свое мнение. Почему бы мне не изложить? Но раньше этого мешала цензура. Когда цензура была отменена, я принялся за эти книги. И вот получилось так, что благодаря и советам Мухлисихану, благодаря собственной совести, что надо бороться с той неправдой, которую о нас пишут, я вот стал писать книги. Помогли этому предприниматели. Некоторые книги, я вот 2 книги уже показал. Да, До да. этого была книга «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда». Вот такая книга была. «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда». Теперь была выставка в свое время в Эрмитаже. Чуть повыше, пожалуйста. Вот так. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Была выставка в Казани «Сокровища Золотой Орды». Да. Вот для этой выставки я вот такой брошюру написал. Ага. Кстати, в Татарстане ее почти забраковали. Но благодаря поддержке работников Государственного университета, Государственного Эрмитажа, эта брошюра вышла в свет тиражом 2000 экземпляров. За полдня она была раскуплена. Конечно. Она абсолютно правдиво пишет о Золотой Орде, о тех городах, которые там были, о той торговле, о тех законах. И в частности, тут я ссылаюсь на то, что Русская Православная Церковь татарам была освобождена от налогов, делались привилегии, строжайшие были указы. Если оскорбил попа, значит, подвергаешь смертной казни. Настолько была защита со стороны. Причем это ссылки на документы, на работы крупнейших ученых в основном России. Теперь вот... Историческая правда, в общем, здесь вас вдохновляла. Историческая правда. Да, ага, отлично. Ну, татары русские я вам уже вот показал. Вот татары русские, значит, это вот было первое издание. Теперь вот этот кораблик, Можно чуть тоже к центру? Ага, книжка. Вот, ага, ладья. Можно еще повыше? Был я в Казани, и там случайно встретился с Наджипом Накашем, который рисует тугрой. А можно повыше? Буквально за 5 минут нарисовал тугру. На ней написано «Рахимджан Халилуллаулы». Рахим Абый, повыше, пожалуйста, книжку, а то чтобы мы... А еще выше, ага, еще повыше, чтобы мы увидели. Отлично, да, красота. Вот этот кораблик, на нем надпись «Рахимджан Халилуллаулы». Ну, я вот считаю вот эту книгу самой ценной книгой. Значит, я в ней что внедрил? Внедрил как бы лингвистический метод для воссоздания исторической правды. Дело в том, что если русские громаднейшее количество понятий у нас взяли, значит, они, как сейчас, например, если Америка опережает в чем-то нас, мы же оттуда терминологию берем. И наоборот, когда мы осваивали космос и запустили первый спутник, слово «спутник» пошло во все языки мира. И громадное количество татарских слов. Причем такие, например, вот я держу книгу. Книга – это татарское слово, приведенное татарами с берегов Китая. Ну, с берегов, но с территории Китая. Слово «книга» – это наше татарское слово. И что получился парадокс? Когда мы приняли ислам, мы взяли арабское слово «китаб». Вот это «китаб». Китаб. А свое родное «книга» забыли. Она только в одном сочетании есть, и в словарях есть. Бухгалтер Кенегасе. То есть книга бухгалтерская. Вот в одном сочетании только сохранилось. Надо же. Теперь был у нас такой величайший ученый, с которым я тоже подружился, бывал неоднократно у него, это Шумовский Теодор Адамович. Может, я перескакиваю с темы на тему. Но это интересно все. У нас в Санкт-Петербурге для писателей, для исследователей, для краеведов, ну, уникальные условия. Ну, может, они только и существуют в Казани, в Москве и у нас. И у нас, может быть, даже в чем-то преимущество, почему я одну главу посвятил теме «Санкт-Петербург – культурная столица татар». Ну, например, я уже об одной выставке говорил, «Сокровища Золотой Орды». А до этого мы говорили «Сокровища хана Кубрата». Сокровища хана Кубрата. Обе эти выставки, значит, мне посчастливилось организовывать эти выставки на рядовом уровне, на исполнительском. И очень близко познакомиться с директором Эрмитажа Петровским и с его заместителем, сейчас, к сожалению, умер, Матвеев Владимир Юрьевич. Это уникальные личности. И вот они разрешили 2 выставки провести в Казани, а Петровский мне подарил своих личных 2 часа, чтобы я взял у него интервью. Я 2 раза брал у него интервью, и они были опубликованы, большие интервью на целую полосу
в Казани Мгм. в газетах «Татарские края» и «Татар-Реле» на русском и татарском языке. Мгм. Мгм. Вот эти выставки Михаил Борисович назвал открытиями мирового значения. И действительно, дело в том, что и сокровища Золотой Орды, и сокровища хана Кубрата, они где-то в закромах были спрятаны, а ведь в Эрмитаже миллион экспонатов, и они Мгм. закопаны там лежат, и никто про них не знает. Ага. Когда Ага. вот рухнула советская система, эта цензура, стало возможно показать эти гениальные выставки в Казани. И когда вот я к нему обратился, что нельзя ли организовать выставку сокровища хана Кубрата в Казани, единственное Петровский условие поставил: от Шаймиева дайте гарантийное Мгм. письмо. Было Мгм. сделано небольшое гарантийное письмо от Шаймиева, что просим организовать выставку, если в случае их потери, каких-то ЧП, мы Мгм. гарантируем возврат стоимости. Все. Мгм. И эти выставки были проведены. Единственное, со всего мира на этих выставках были ученые. Когда, значит, пресс-конференция была в Казани, журналисты окружили Петровского и говорят: вот как же так? Десятками лет такие сокровища у вас в сундуках лежат, и вы их не показываете. Неужели сейчас опять привезете и в сундуки их Да. хороните? Нет, мы покажем. Я что должен сказать? Сейчас часть элементов, ну, наиболее даже, может, ценные, сокровищ хана Кубрата в Эрмитаже показывают. Вот. Но Мгм. это в золотых кладовых по специальной записи. Но Мгм. все-таки они есть. Да. Теперь, когда была выставка «Сокровища Золотой Орды», были представлены золотые, серебряные, уникальнейшие вещи. И народ ходил и хватался за голову. Мы же думали о татаро-монголах, что это дикари. Как же дикари такие вещи могли создать? Вот Настолько именно. уникальные, настолько красивые. Ну, Мгм. часть в этой книге я поместил, там в иллюстрациях есть. Ага. Как же так могло быть? И вот получается так, что вот эти выставки, и я имел счастье тоже в них участвовать, как я вам говорил уже, о Льве Николаевиче Гумилеве и об открытии с нашей помощью музея Да. квартиры. И также, когда мы сумели подключить Государственный Эрмитаж и сотрудничать с Казанью, конечно, это было уникальное явление. И эти выставки, над этими выставками кураторами были президент Татарстана Ментимир Шарипович Шаймиев, а со стороны Санкт-Петербурга лично Петровский. Отлично. И теперь еще такое наблюдение сделаю. В Эрмитаже есть служба социологических исследований, Мгм. и как-то я у них был, раньше по работе я бывал часто, и вот там докладывали, если вот так провести посещаемость Эрмитажа по Да. месяцам, Ага, ага. когда показывали сокровища Золотой Орды, всплеск был колоссальный. Целыми автобусами из Мгм. России приезжали люди, и громадное количество приехало специалистов со всех стран, включая Америку, Канаду, особенно из Германии очень много было, потому что татарская тематика, она не только татар волнует, она как-то все время была запятнана, потом покрыта ложью, и интерес к теме «Золотая Орда», к теме вот сокровища хана Кубрата колоссальный. И вот даже Мгм. посещаемость, вот я говорю, резкий всплеск был. Это Мгм. говорит о том, Мгм. что татарами интересуются. Поэтому это продолжение ответа на ваш вопрос. Что мы сейчас переживаем? Мы сейчас переживаем определенный подъем. Причем в экономике, может, ниже, там, но мы больше имеем свободу, чем при советской власти. И вот мы с вами можем общаться, вы это где-то издадите. Я вот издал такие книги, я сумел сейчас десятки государств объехать. Это Мгм. все говорит о том, что мы все-таки по сравнению с советской властью уничтожили железный занавес, так называемый, имеем больше свобод, больше средств для выражения своего мнения и больше возможностей для отстаивания своих интересов. Теперь, почему я эти книги написал? Да. Если так широко ответить. Значит, Ага. одна тема такая. Вот когда я писал книгу «Татары в Великой Отечественной блокаде Ленинграда», вот эту книгу, Да. Ага. Да. я тут робко написал, что татары внесли очень большой вклад в дело победы. Большой вклад. Татар здесь было очень много, которые воевали на Ленинградском фронте. И Мгм. еще я робко написал такое, что нам надо внедрять пошире понятие «Ленинградская битва». Дело в том, что у нас звучало, например, чаще всего, и фильмы были, это «Сталинградская битва». Да, кстати. Уже Московская битва была, а еще перед этим Ленинградская битва была. Они как-то в тени остались. А сейчас вот уже
эта книга уже пошел 15 лет тому назад написано. Многие историки требуют побольше изучать участие именно Ленинграда, ленинградцев в Великой Отечественной войне и их вклад. Их вклад решающий. И нам надо добиваться того, чтобы понятия Ленинградская битва, Московская битва, Сталинградская, Курская и взятие Берлина, они уровни одной вершины. Понятно. Поэтому понятие Ленинградская битва, это понятие большое, а учитывая, что громадное количество татар воевало на этом фронте, то это наше участие. Второе, вот эти книги, татары русские, татары на берегах Невы. Да. Сейчас ученые Казани, Татарстана ставят вопрос, и такую терминологию вводят, татарский мир. Да, татарский мир. Татарский мир – широкое понятие, мне очень нравится. Это значит все связано с татарами. Это история, это культура, это экспонаты, это личности светлые, которых у нас очень много, крупнейшие ученые, академики. Мы все это воссоздаем татарский мир. Иногда кажется, вот отдельные реплики бывают, что, Рахим, ты татар хвалишь и вроде как-то чуть ли не принижаешь других. У меня ни одной строчки нет, чтобы я принижал других. Если я хвалю татар, например, их участие в войне, предположим, то это не значит, я даже говорю, что решающую роль играли русские по своей численности и по своей опытности. Но если я пишу о татарах, что они вместе с русскими стояли рядом, защищали иногда грудью, и упоминаю такие имена, например, Александр Матросов, он по национальности татарин был, ведь они уже фильмы были, романы писали. На подступах к Ленинграду он закрыл своим телом абразуру, сколько людей, может быть, спас. И когда я пишу о величайших людях, о некоторых, может быть, еще и мы упомянем, это не значит, что унижается другой народ. Потому что если говорить, как мы сумели победить, я говорю, да, мы победили, и этому есть объяснение. Победили вот в тот период, когда началась война и перед войной, дружба народов Советского Союза была такая, взаимное уважение, понятия единых целей были такие, что народ действительно выглядел уникально сплоченно. И именно усилия всего народа, это и русских, татар, башкир, казахов, армян, грузин, это все жители Молдавании, жители бывшего Советского Союза. И если бы они все грудью не встали, друг друга не защищая, по-братски отнеся, вот, работали мужчины, работали женщины, дети, подростки работали, весь народ стал на пути вот, железного поезда, который называется германский фашизм. И только вот общими усилиями мы эту гигантскую машину сумели остановить и победить. Да, ну вот, собственно, сейчас мы как раз переходим к тому, что ваши книги, которые уже издались, вследствие вот на этот год и на последующие, над какой работаете темой, то есть что, может быть, отдельно хотите, какой аспект раскрыть, потому что тема блокады, тема Ленинграда, она вот, да, вот уже как-то так ассоциативно-союзная, и битва, да, Ленинградская, то, что вот, чтобы она встала, да, вот в Плеяде, я тоже поняла, что нужно и об этом нам, журналистам, говорить. А вот брать сегодняшний день, сегодняшние реалии и как раз то, что вы смогли создать вот эти, быть участником, да, с участником вот этих выставок, которые произошли в Казани, весь мир, да, собрали. Что дальше вот вас как писателя, будем так говорить, в хорошем смысле заражает? Какая тематика вас включает на продолжение от этой писательской деятельности? Тематика, я бы сказал, очень широкого свойства. То есть, вот я говорил, мы вместе с казанскими, московскими, питерскими учеными, краеведами должны воссоздавать большой, красивый, притягающий татарский мир. То есть все, что хорошее о татарах находим, мы должны это писать, пропагандировать. Наиболее болевые точки у нас такие. Вот я сейчас, видите, с вами по-русски говорю, я не могу по-татарски. Я из-за этого переживаю, как татарский интеллигент. Я переживаю. Также я в своей жизни прочитал, одну брошюру прочитал, татарский текст, написанный арабскими буквами. Одолел я эту грамоту немножко. Но очень мало, ведь у нас громадные залежи книг вот в Санкт-Петербурге, которые написаны на тюркских языках арабским шрифтом. Но молодежь от этого отлучена, когда вот нам меняли графику. То есть моя цель такая.
воссоздавать татарский мир, воссоздавать нашу историю культуры в ее первозданном виде, без всякого мошенничества, без лжи, без клеветы, абсолютно ненужной, которая вредит только, я бы сказал, нашему обществу. Что мы, и русские, и татары, и башкиры, все должны с громадным взаимным уважением относиться друг к другу и к нашим предкам, и воссоздавать красивую историю. Были войны, они немножко должны отодвигаться. Но было много и хорошего, мы вместе строили это государство. И вот, извините, я ставлю своей целью, вот стратегической целью, может быть, значит, изменить представление о татарах, его истории, очистить историю от лжи и добиться того, чтобы мы правильно, разумно, с позитивных позиций освещали истории друг друга. И у нас, я бы сказал, две ценности, которыми мы должны дорожить. Я образно в книге как написал: как птица летит на двух крыльях, и тогда она хорошо держится в воздухе, так и нации. Вот нашими такими самыми большими ценностями является религия, ислам, и наш родной татарский язык. Вот сейчас возможности изучения языка даже очень появились. Теперь в Ленинграде, в Санкт-Петербурге какой был опыт? Изучение языка надо с детства начать. Несколько лет, если человек говорит на своем языке, он уже на всю жизнь потом не забывает, помнит и в душе держит. А если первые годы прошли, то это уже проблематично. И у нас был такой опыт, тоже в книге я написал, там и снимки есть цветные. У нас в районе Рыбацкого был открыт детский сад, который был сформирован по национальным признакам. Русские группы, украинские группы и татарская группа там была. И я бы сказал, очень даже успешно. Ну, не изучал, по какой причине закрыли, или энтузиасты ушли, или сверху это прикрыли. Сейчас буквально на днях я слышал, что в Петрозаводске, значит, открыты, а это Карелия, я тоже о карельских татарах писал, там примерно 5000 татар живет. Значит, открыты детские татарские сады. Мне кажется, это тоже вот проявление. Побольше вот таких-то, начиная с детского сада, со школы. А дальше учиться и на русском, и на татарском языке. Как-то я написал такую статью, когда 90-е годы начались. Дело в том, что люди стали искать, а где национальные идеи? Вот у русских, у татар или у россиян, скажем, как бы сформировать национальную идею? Когда-то ее министр еще царский Уваров сделал так: самодержавие, православие, народность. Вот три слова – это как бы национальная идея. Православие, некоторые хотят к этому вернуться, но многих, и меня в том числе, ни самодержавие бы не устроило, ни православие. Потому что здесь десятки миллионов мусульман живут, здесь живут представители других религий, буддисты. А найти так и не удается какой. Но я для татарской молодежи написал три цели как бы национальной идеи. Это изучение и полное освоение 3 ведущих языков: татарского, русского, английского. Вот для молодежи. Если каждый бы у нас молодой человек вот стремился к этой цели, изучить и владеть 3 языками: татарским, русским, английским, было бы хорошо. Теперь иногда кажется, что это трудно изучать. Было бы только желание. Это не трудно. С детства, если начать, люди раньше знали по 5-6 языков знали. Дворяне, ну, минимум 2-3 языка знали. Кстати, очень внедряют языки американцы. Может, поэтому они успехи имеют. Вот у них, например, такие есть пословицы: человек, знающий один язык, это умственный коллега. Если человек знает только один язык, это умственный коллега. Или еще они говорят: сколько языков знаешь, столько раз ты человек. И это очень похоже на правду. Я вот, например, сейчас татарский не так владею, но все-таки вот у меня есть татарский фольклор. Я из Казани выписал 11 или 12 томов. И я читаю такие книги с громадным удовольствием. Дастаны, Бейтлер, значит, Экетлер и четверостишие, Дёрт-Юллаклар. Вот. С громадным удовольствием читаю. Если я татарский даже плохо знаю, но с удовольствием читаю, неужели я от этого делаюсь хуже? Наоборот, я с удовольствием слушаю татарские песни, с удовольствием слушаю русские песни, и американские, там, английские. Ну, вот. И человек, чем больше языков знает, тем больше культура осваивает, и для него они близки, чем человек делается
я бы сказал, в душевном отношении, в духовном отношении совершеннее. Это поэтому американцы говорят, сколько языков знаешь, столько раз ты человек. Я уж минимум 2 языка знаю, так я, значит, 2 человека. А если немножко знаю еще английский, то 2,5 человека. Но все равно это лучше, чем быть одним человеком. Рахим Абай, ну, вы, конечно, скромничаете. Ну, а вот, опять же, возвращаясь к детству, вот когда вы начали вот, в себе вот эти таланты, может быть, стихи писали, вот, профессия-то вот эта ваша, вот выбрана, да, в плане, начиная от образования. Вот почему пошли все-таки на филологический факультет? Там? Откровенно скажу, многим это не понравилось, как-то в университете нас собирали. Я это рассказал, некоторые даже обиделись. Дело в том, что поступить в университет Ага. и в те годы это было крайне сложно, потому что после войны тяга к знаниям была колоссальная, а институтов университет был всего один, и институтов было мало. И Мгм. конкурсы были такие, по 10, 15, 20 человек на одно место. Мгм. Вот Мгм. даже среди... А я школу окончил с золотой медалью. Ну, во-первых, я вам рассказал, я когда сюда мы вернулись, Мгм. я не знал ни слова по-русски. И отец хотел мне отдать в школу в 46-м году, когда мне 7 лет исполнилось. И Мгм. мы с ним пошли в школу. И учителя устроили собеседование со мной. И отцу говорят, так он у вас не балаболит по-русски, как же вы в школу? Ну, а что делать, вот ему 7 лет, не болтаться же по улицам. Мгм. И они ему говорят, ну, это отец потом мне, и мать пересказала, они говорят, лучше пусть болтается, чем пойдет в школу, по-русски не знает, его будут дразнить, у него отвращение к школе будет, пусть лучше дома пересидит. И отец мудро послушался, я год отсидел дома. За год я изучил русский язык, поступил в 51-ю среднюю школу Ждановского района, Мгм. и школу окончил 1 класс с одними 5. У нас был одна семья была, по-моему, немцы они были, Рейн, Мгм. и школьник. И у этого школьника мать была художницей. И так как всего 2 или 3 человека кончили Мгм. на все 5, и она вручную такую благодарность нарисовала. Там Нарисовала. школьник Ага. сидит, и вот и у меня есть благодарность, что я отличник в 1 классе. И так как-то я этот почин получил Мгм. отличника, меня выбрали старосты, очень уважали, и до 10 класса я школу окончил с золотой медалью. И когда я пришел в университет, там только среди людей с золотыми медалями оказалось 10 человек на одно место. И О. мы пришли к декану на собеседование, потом нас выгнали, они там обсуждали, потом опять нас позвали и говорят, на журналистику берем из 10 только одного, Телешоу, то есть меня взяли. Остальных или сматываетесь, и все медалисты, золотой медали все. И со всего Союза, там с Украины, с Молдавии были, с Казахстана были, из Москвы даже приехали. То есть сюда Мгм. поступить в надежде, там может еще хуже с М. конкурсами. И меня одного взяли. А меня почему одного взяли? Я подростком пошел на работу, Мгм. и я имел 2 года стажа. И декан говорит, он говорит, школу окончил золотой медалью, плюс 2 года у него стаж. Мы не имеем формальных причин ему отказывать. Его одного только берем. Остальные, значит, или на другие, там на английское отделение, там, ну куда-то, Мгм. на Мгм. скандинавские языки. Или берете и уходите. Некоторые ушли. А некоторые поступили, кто на румынский язык, кто там на английский, это филологический факультет. Да-да-да. Но я Ага. вам что скажу? Это я поступил по своему тщеславию, по своей глупости. Если Ну, бы я заранее знал, я бы туда никогда не поступил. Ногой бы не стал. да Потому почему? что, когда я поступил в университет, я был шалопаем, хулиганистом, хоть на отлично М. учился, дай бог, 5-6 книг прочитал. И я вдруг оказался среди детей в университете, которые уже статьи имели, которые уже в театрах выступали. То есть зная языки, многие поступили, английский знаю. Вот. Я из деревни, считайте, вот из низов пришел лоботряс лоботрясом. И я почувствовал себя очень униженным. Но М. даже не в этом дело. Я сразу почувствовал, какой пресс, какая цензура давит. И так как я советскую власть недолюбливал, и вот этой власти Мгм. служить, и были мысли уйти. А потом, да я уйду, то конкурсы гигантские, я вообще без образования стал. И я с проклятием это университет окончил. Это было, я работал строителем, строительный пойти, и все, и жизнь бы была моя по-другому. А так вся моя жизнь
прошла, я же вне специальности оказался. Я выброшен оказался. И по своей тупости, тщеславию я поступил. А консультироваться не было с кем. Мать у меня была 4-классным, отец уже к этому времени умер. Вот. Поэтому не с кем было проконсультировать. Я туда сунулся, и очень зря. Ну, подождите, вот получается же, в чем ирония судьбы? Вы закончили такой вуз, куда там, да, такой конкурс ошеломляющий был, и в итоге сейчас ваша жизнь связана с писательской деятельностью, ведь... Это уже после пенсии. Вот эти все книги я уже написал на пенсии. Мне же сейчас 82 года, в 60 лет я ушел на пенсию, вот эти книги написал. Вас столько бодрости, вы знаете, так я ничего не писал и нигде не работал, потому что попробовал работать, потом послал и ушел. Потому что вот это все время давление, приказ. То есть как партия приказывала, вот белый цвет. А ты говоришь, да нет, это не белый, это черный. Раз партия приказывает черный, значит, а ты пиши, это что он белый. Вот такая была цензура, очень жестокая. Но ведь, как говорится, мы-то не знаем, какой промысел, да, Всевышний нам сделал. Да. Он, получается, вас привели в этот вуз, вы получили такое серьезное образование, оно отлеживалось, вы копили знания, смотрели, что происходит, и вот все это вот таким вот стало вашим золотым фондом, активом, и сейчас вы, извините, по 500 страниц, это же колоссальный труд. У меня мечта такая была еще в Москве, сделать небольшую брошюрку, сочетание русский, татарские слова и вот эти поговорки, и вот, ну, как бы показать нашу, да, вот это родство даже на уровне этимологии слов и лингвистики. А у вас вот этот труд, о котором я знала, будучи здесь уже, в Санкт-Петербурге, это же сколько вообще вас еще хранится? Вы как в том вот музее, который раз и распаковали, достали, и поэтому меня так интересует, а что же нам приготовил Рахим Абай на будущее? Да. Какие работы? Ваш вопрос очень умный и очень наблюдательный человек, очень умный. Мне тоже эти спрашивают, как же ты ругаешь, когда ты книги пишешь? Да, конечно. Я стал 90 лет, и сейчас я немножко перестраиваю. Ну, я и раньше, то есть я университет и ругаю, и не ругаю, я ругаю систему. Дело в том, что чему меня научил университет. Университет меня научил самостоятельно думать, самостоятельно рассуждать. Да. И еще, значит, я вот говорил вам, в университет я поступил, прочитав, может быть, 5-6 толстых книг. Это на филологический факультет, 5-6 книг в своей жизни прочитал, и все. И больше ничего не читал. Вот университет научил меня читать, научил меня самостоятельно работать. Я бы сказал, научил меня, ну, может быть, проявлять научный подход к любой виде деятельности, системный подход. А главное, научил меня к тому, что я должен всю жизнь учиться. Ведь 5 лет университета, оно вроде долго длится, а потом же быстро время проходит. И я знаю людей, которые вот кончил университет, предположим, и больше не занимается ничем. И он быстро забывает все и отстает. А мне университет научил, что надо всю жизнь совершенственно учиться. И вот я вам рассказал, что мое самолюбие очень страдало, потому что я почувствовал себя, что я абсолютная пустота на фоне других. И хотел уйти. Потом думаю, нет, надо зубы сжать, как говорится, стиснуть и сидеть. И я, наверное, несколько лет своей жизни просидел в библиотеках, в основном в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Ну, теперь она называется Российская национальная библиотека. Вот я там сидел. И когда бывает, я выступаю вот в библиотеках, я с чего начинаю слово? Или в школах, когда я выступаю, иногда говорят, что бы ты сделал, если бы стал президентом России? Я говорю, дал бы первый указ свой о том, чтобы резко повысить оклады библиотечным работникам и учителям. Так вот, видите, какие вам вопросы это задают? Я обожествляю. Если я окончил университет, то моими большими учителями были библиотекари и учителя в общем его смысле. И поэтому сейчас уже мнение мое изменилось, когда благодаря, вот я говорил уже, благодаря поддержке многих предпринимателей, ну, в частности, вот, ну, 2 хотя бы фамилии назову. Обязательно. Латов, да, Шамиль Изматович, я перечислить готов и больше, и, может быть, даже перечислю, если все будет видно, люди будут смотреть, могут обидеться. Сейчас я вам перечислю людей. Кто благодетель? Это очень важно, потому что благодаря... Да, вот для этого я показываю вот такую книгу вам. Так, а чуть-чуть повыше, можно, чтобы название поэтическое? Ага. Изображение Корана. Вижу. Ага, все, видим. Благодарим. Это перевод Корана, который сделан Шумовским Теодором Адамовичем. Ага. Вот коранист, величайший ученый, умер, до 100 лет прожил. Если Гумилев в ГУЛАГе отсидел 13 лет, то Шумовский отсидел 18 лет. В ГУЛАГе отсидел. И вот
вот эта книга, видите, вот как она была издана? Да, да, да. Вот она внутри, как она издана. Вот внутри. Да, красота, да, видно. Красота. Мгм. И вот перечисляю фамилии тех, кто издал эту книгу. Они же и мне помогали, эти люди. Вот. Ага, ага. Акбулатов Шамиль Извайлович, Алюшев Шамиль Абдулович, Бакиров Рустам Галиевич, Бегишев Серик Хабибович, Гелязов Ильдар Фагимович, Гениатулова Джамиль Расыхович, Гениатул, Дашкин Арифулла Абдулович, Кикичев Наиль Гусупович, Купров Максут Аляуддинович, Магдеев Рашид Тагирович, Магдеев Ринат Тагирович, Магдеев Ринат Рауфович, Мещеров Равиль Арифович, Муртазин Ринат Фазилович, Фаттахов Зариф Гарифович, Хайрулин Камиль Акзамович, Хасанов Салим Талхинович. Вот основной костяк тех людей, предпринимателей, настоящих патриотов татарского народа, которые спонсируют издательскую деятельность. Вот они же издали вот Коран вот в переводе. Значит, ценность вот этого перевода в том, что многие ведь говорят, что Коран – это не только священная книга, но она еще величайшее произведение поэтического искусства. Вот этот основной костяк петербургских предпринимателей, Вот. которые занимаются благотворительной деятельностью. Они занимаются благотворительностью в каких планах? Во-первых, организовывают встречи с ветеранами, с жителями блокадного Ленинграда, устраивают благотворительные обеды, устраивают им подарки. Потом, бывает, татарский театр приезжает, они бесплатно раздают билеты, опять-таки, многим нуждающимся. Но для меня в данном случае мы об издательской деятельности говорим. Да, да. То есть они спонсируют вот эти издания вот этих дорогостоящих книг. И вот эти дорогостоящие книги, которые я вам показывал, по 700, по 500 страниц, это сотни тысяч рублей. Конечно. А суммарно это миллионы рублей. И вот эти предприниматели, которых я перечислил с большим уважением, это те люди, которые помогают. А ну и раньше становление нации как происходило? Богатые умеют зарабатывать деньги, а творческие люди, иногда художники, журналисты, писатели, значит, скульпторы, они умеют создавать какие-то произведения искусства, но у них денег нет. И вот сплав, я бы сказал, талантов финансовых и творческих позволяет нам выжить, позволяет создавать произведения искусства. Теперь о художниках тоже мы могли бы сказать. Художники, скульпторы, замечательные есть люди, о которых можно писать и которым можно гордиться, воссоздавая татарский мир в его совокупности, красоте, пестроте и обращенной и в прошлое, и в настоящее, и в будущее. Да. Ну вот что отличает татар Санкт-Петербурга, татар Ленинграда? Вот ваше наблюдение, потому что вы человек такой достаточно больших связей, со многими общаетесь, много читаете, вас читает. Ваше мнение татары Санкт-Петербург? Я скажу. Значит, татары Санкт-Петербурга отличаются тем, чем отличаются ленинградцы от жителей, может быть, страны даже. Дело в том, что, может быть, я скажу лишнее, как коренной ленинградец. Дело в том, что Ленинград всегда отличался особой интеллигентностью. Я бы сказал, дружелюбием, вот каким-то вниманием к другу. Но это отличался. Сейчас это все немножко уменьшается. Татары отличались, я бы сказал, грамотностью речи, вежливостью обращения друг к другу. Если у жителя Ленинграда спросишь, как пройти, проехать, иногда бывает целый хвост за тобой увязывает, что показывают тебе лучшую дорогу. То есть вот такие вещи есть. И это я на себе ощущал неоднократно. Вот такой пример приведу. Как-то путешествовал я по Енисею, по Сибири. И вот мы с одним напарником, помню, пришли в один, не аул, деревня, русская деревня, сибирская. И где-то было 10 часов вечера уже. Мы так проголодались, что есть хочется. Столовую нашли вроде в поселке, но она уже, естественно, закрыта. Мы пришли, и у женщины спрашиваем, вот, когда откроется, не можете ли хоть чаем нам напоить. И слышим, там в деревне перекрикиваются иногда. Там: Фёкла, пришли гости. Я уже закрыта, я уже давно, значит, нечего поздно ходить. А вот он все-таки: а кто они? Говорит: ленинградцы. О, ленинградцы сейчас. Если были москвичи или других городов, ни за что. То есть к ленинградцам было такое уважительное отношение.
И когда она чай поставила, там угостила, говорит, вы голодовку испытали, я вас очень люблю, вы очень вежливы, вы очень хороший. Но я, правда, не хочу сказать, что татары чем-то Ленинграда отличаются от других. Мы все примерно одинаковые. Но отличаются условия. Вот какие условия, я говорил. Значит, у нас есть возможности больше для науки, чем в других городах и в других регионах. Какие? Вот я уже перечислял. Да. В Эрмитаже сокровища хана Кубрата, в Эрмитаже сокровища Золотой Орды. В Российском этнографическом музее тысячами хранятся образцы одежды, ювелирных изделий, оружия и так далее. Посуды, которой нигде в мире нет. У нас книжные фонды есть такие, которых опять-таки в мире нет, включая Казани. У нас самое большое хранилище рукописей тюркских языков. Нигде в мире больше такого сбора нет. А почему? Потому что Санкт-Петербург, если мы возьмем его историю за 318 лет, то из них 200 лет Санкт-Петербург был столицей громадной, богатой Российской империи. А столица что делает, как Москва сейчас делает? Как насос все богатство втягивает в себя. Петербург также, как насос, все богатства, которые на территории России были, втянул в себя. И поэтому мы имеем возможность большую, чем в других регионах, и в этом наше отличие, что мы можем использовать все экспонаты ценнейшие в Эрмитаже, в Российском этнографическом музее, потом взять архивные документы. А это же часть истории, архивы, богатейшие архивы. И именно у нас хранятся архивы, связанные с татарами, которых нет ни в Казани, ни в Москве, нигде. Это все уникальные имперские архивы. Теперь вот я рукописи говорил. Сотни тысяч рукописей, в основном написано арабским текстом, но некоторые написаны и другими шрифтами, хранятся у нас в Институте востоковедения. Вот. Не хватает рук, не хватает сил все это богатство расшифровать. И поэтому чем мы отличаемся? Мы отличаемся тем, что мы живем в культурной столице всей России, и в том числе в культурной столице Татарстана. И это дает нам возможность хорошо работать и дает возможность считать, что мы в долгу перед всеми татарами. В каком долгу? Мы должны все эти богатства из закромов вытаскивать и делать достоянием всего народа. Чем я вот и стараюсь заниматься. Ага, то есть, смотрите, я правильно понимаю, вот ваше вот, получается, уточнение, это в неком роде напутствие молодому поколению, Да, что да. раз ты оказался в Санкт-Петербурге, ты живешь в Санкт-Петербурге, Да. это просто очень халатно, да, относиться, Да, не да, да. обращаясь к этим Да. источникам. И вы являетесь ярким примером. Катифа, вот вчера только у нас было заседание в музее, не в музее, в библиотеке имени Грибоедова на Садовой. Там было Так. занятие очередное, татарская библиотека. Нет, нет, Гостиная, татарская гостиная? татарская гостиная, вот очень удачное название. И мы туда собираемся, и я вот уже хвалил библиотечных работников, и сейчас скажу, всегда нас хорошо встречают. Раньше даже мы там устраивали чаепитие, хотя в библиотеках чаепить не положено. Всегда как в дом устраивали. И вот вчера была тема, наш заслуженный работник культуры Иниятулла Ганиевич Кутуев рассказывал о генерал-майоре Абсалямове. Он был участник защиты города-героя Ленинграда, возглавлял дивизию. И сохранились приказы, в моей книге есть о нем, и портрет его есть, и биография краткая есть. Он возглавлял дивизию, и он освобождал Мугу и освобождал Тосно. Вот Кутуев, он возглавляет Тоснинскую татарскую общину из Гею. И вот он нам о нем рассказывал. Я к чему это говорю? У нас есть уникальнейшие личности, вот, связанные с войной и с военными деяниями. И когда мы воссоздаем широкий, обширный, богатый татарский мир, мы вот о персонале их тоже должны говорить. Вот тот же Кутуев сказал, я, говорит, раньше даже об Абсаляме ничего не слышал. И вот он вчера говорит. И я вот какую высказываю, вы опять правильную тенденцию уловили. Когда я встречаюсь с молодежью, они говорят, да тем нету, о чем писать-то? Тем нету. Я вот беру свой учебник, вот любой учебник, вот беру, вот эту книгу. Ну ладно, любой. Значит, вот Абсалямов. Вчера краткий доклад делал Кутуев. Он генерал-майор, он доктор военных наук, он был военным атташе в Турции. То есть у него уникальные данные. Вот.
И о нем можно написать на 500 страниц книгу, причем ценнейшую, интереснейшую книгу. Он был военным атташе в Турции перед войной. И я даже Кутуеву говорю, может быть, он даже повлиял на позицию Турции, ведь Гитлер Турцию заставлял вступить в войну против СССР. Да. И Турция лавировала, обещала, лавировала, а в войну так и не вступила. И правильно сделала. Ну, вот. И, возможно, влияние военного атташе тоже было. Скажут, не ввязывайтесь в это, не действуйте, тем более в Советском Союзе живет миллионы тюркских народов, мусульмане, зачем вам? Может быть, тоже влияние было. Теперь у нас из живых сейчас виднейших деятелей Юсупов Рафаэль Митхатович. Он больше 20 лет возглавлял главный ведущий в России институт информатики, на Васильевском находится. То есть, если есть какие-то расчеты, например, всех наших космических, куда, как ракеты летают, все эти параметры, все под его руководством. У человека титула, генерал-майор, профессор, доктор технических наук, значит, академик Российской академии наук. То есть уникальнейший человек. У меня тоже книги есть, там он с Путиным все. То есть любую главу возьми, в любой главе есть персональные, о которых можно писать книги под рубрикой «Жизнь замечательных людей». Да. И вот такие толстые книги можно писать. Ну это да, это получается как у дерева веточка, и вот там еще ответвление, и это наша большая, это наш татарский мир, даже вот в объемах нашего Санкт-Петербурга, Ленинграда, да, то есть это феноменально. Так, а теперь вот, собственно, хотелось бы затронуть, ну, будем так говорить, тематику, которая связана с молодежью. Вы говорили, да, по поводу языков, по поводу как бы взора в глубину и вообще по сторонам, какие сегодня, да, в современном нашем обществе живут, будем говорить, титаны, да, в том или ином. Вот, а что бы еще бы вы из таких вот аспектов важных для молодежи обозначили? Потому что вот молодежь у нас такая специфическая, книги меньше читает, да, там и вот все эти вот настроения. Вот что бы еще вы бы сказали, как из напутствия для девочек, для мальчиков, либо вот объединяя их? Для девочек, для мальчиков. Мне кажется, вот если говорить о национальном аспекте, если вообще говорить, то надо получать знания. Иногда говорят, вот ты много учился, а дураком умрешь. Или учился, стал советским инженером и сидишь на окладе 120 рублей. Надо на эти вещи не смотреть. Образование любому человеку ислам очень поощряет. Наш пророк Мухаммед говорил, за знаниями не ленитесь идти даже в далекий Китай. Значит, так как получение знаний – это обязанность мусульман. То есть учиться надо, общее просвещение. Теперь, наряду с достижениями мировыми, надо знать достижения своей страны. А в своей стране надо знать достижения своего народа. И гордиться своей семьей, своими родителями, своими предками, изучать их. И повышать наше богатство, и материальное, и духовное. Вот для молодежи всю жизнь не стоять на месте, совершенствоваться и не забывать своих корней. Иначе человек, оторванный от своих корней, от своих условий, это уже получается немножко второстепенный человек. Вот такое общее пожелание. Теперь книги писать. Многие, может, захотят книги писать. Сейчас это достижимо. Если при советской власти это было почти недостижимо, потому что работало ли издательство по плану, план утверждался вышестоящими иерархами, цензура была, то сейчас и если предприниматели готовы помочь, лишь бы было желание. А темы, вот повторяю, у меня 30 глав во всех книгах, я вот часто говорю, каждую главу можно сделать целой большой книгой. Вот татары на берегах Невы, она начинается с 1703 года. Она начинается. Когда Петр I собрал людей со всей России для строительства Санкт-Петербурга, будущей столицы. Теперь это 27 мая 1703 года. И там наряду с представителями других наций стояли, как говорится, и наши земляки, которые были привлечены. Теперь я смело совершенно утверждаю, что татары были первыми строителями Санкт-Петербурга. И объясняю почему. Потому что вот взять Заячий остров, где Петропавловская крепость стоит, Кронгерский проспект, и дальше сразу начиналась татарская слобода. То есть татары пришли, и они как, не дураки же, занимают более сухие места и поближе к работе.
Раньше на работу ходили пешим, значит, они заняли вот эти места. И на картах есть Татарская Слобода. Те русские поселились позднее. Они поселились дальше от Татарской Слободы в районе реки Ждановки. Места более сырые и более отдаленные от работ. Значит, татары были первыми строителями Санкт-Петербурга. И этому тоже есть причины, я объяснил. Дело в том, что татары, в отличие от русских, никогда не были крепостными. Они были государственными крестьянами. И это было до 1917 года. В своей книге я там привожу портреты своих дедов, и там описание, перепись была в 1917 году, и там написано, значит, к какому сословию принадлежат. И написано «государственные крестьяне». То есть, начиная с Петра I и раньше, и до 1917 года татары были государственными крестьянами. Но, правда, от этого им не жилось лучше. Как только царю надо было какие-то работы тяжелые провернуть, где много, возможно, было смертей, царь сразу посылал сюда своих крестьян. Это были государственные, то есть царские крестьяне. Ну, понятно. И вот когда Петру Первому надо было строить Питер, если он посылал бы русских, он тогда должен вступить в переговоры с помещиком, потому что русские в крепости сидели. Он должен был договариваться с помещиком: выдели мне людей. А помещик мог сказать: давай выделяй деньги мне за моих крепостных. А тут татар, это его собственники, собственные как бы крестьяне, он указ издал, и татар уже погнали. Причем татары сразу же приезжали, начиная от Сибири, от Казанской губернии, от тех мест, где сейчас Мордовия, вот, Пенза, из Москвы, это все гнали татар на строительство в начале 18 века, на строительство Санкт-Петербурга. И потом, значит, убедились, что и татар возить из Сибири дорого. Они стали с них деньги брать. Значит, вот к семье обращается или отправляем строить Санкт-Петербург, а это от Сибири за 3000 километров. Это безвозвратно, это на верную смерть отправляли. Или платите деньги, они платили налоги. А иногда вот спрашивают, а почему татары-мишари, вот я из татар-мишарей, почему больше всего в Ленинграде? Так они ближе. Москва и мишари, и, значит, касимские татары, они были ближе. Это было дешевле. Раньше тоже копейку считали. Конечно. То ли из Сибири вези татар на строительство Санкт-Петербурга, то ли вот и именно мишар гнали. Теперь у нас в семье есть такая легенда, она сохранилась, легенда, что один из моих далеких предков, прадед, значит, двоюродный, Абдулла его звали, из Мордовии теперешней ходил пешком в Санкт-Петербург. Это в первой половине 19 века. Я думаю, для чего он мог ходить? Воссоздаю просто только лишь повидаться с сыном. Потому что, скорее всего, сына забрали в армию, а забирали на всю жизнь. И многие уже не возвращались. Поэтому и у русских, и татар есть даже такой жанр, как плачи. Когда брали в армию, то вся деревня собиралась и рыдали, родители рыдали, потому что они уже отправляли живого на тот свет. Возврата уже не было. И вот представьте, из Мордовии брали солдата и брали на вечное поселение. И вот в Москве, и в Ленинграде он должен был там строить Питер или служить в армии. И, скорее всего, он здесь умирал. А если даже доживал, он на русской женился, обрусевал и оставался здесь жить. Родители больше его не видели. И думаю, что вот мой далекий прапрадед думал, его отговаривали, он все-таки решился и отправился. И вот, говорит, ранней весной отправился, поздней осенью пришел. То есть пешедралом. Вот сейчас даже по прямым дорогам это 1000 километров. А раньше же вот дорога железная, значит, это через деревни, через дикие леса, сколько зверей было. Человек хотел, наверное, повидать своего сына. Видимо, повидал, вернулся осенью обратно, живой. А, скорее всего, ходил как? Народ добрый. Этих любили. В России часто путешествовали. Кто кусок хлеба, кто картошку, кормили, на ночь оставляли. И вот так из деревни в деревню. Отвлекся. Ага. А вот мы хотели с вами затронуть также вот журналы, газеты, вот, потому что, ну, собственно, вы же там тоже публиковались, и вот если брать периодику, вот эта тематика, которая даже с нашим порталом связана, вот как вы тоже оцениваете работу нашего портала, вот с точки зрения, что мы хотим... Вашего портала хорошо не изучил, но с восхищением и с большой радостью. Скажу почему. Потому что вот в начале 90-х годов 3 человека, инициаторы, это Мухлиса Хамдина Зарипова, это Дауд Ахач Аминов и я, решили воссоздать газету «Нур». И мы создали, выпустили. Редактором назначили Гафурову.
Я очень искал помоложе человека, но так не нашел. А почему я искал? Потому что у нас было создано первое общество, и там иерархия такая была. Председателем была Мухлиса Хамдина Зарипова, и дальше у нас по направлению работ. И вот за печать, за средства массовой информации я был ответственный. И вот мы решили воссоздать издание этой газеты. И я очень хотел найти молодого человека из татар, чтобы взялся за газету, главным редактором назначить. Сам я не мог, у меня 3 детей, очень материальное тяжелое положение было, по рабочим перегрузка была. Вот. Ну и когда мы создали, и даже письмо я написал, и ездил на факультет журналистского университета с просьбой выделить нам человека из татар, если у вас, конечно, такие есть, чтобы в студентах уже взялся за работу главного редактора с перспективой. Значит, деканом была Шишкина такая, может, и знаете, сейчас она депутат Ленсовета. Вот. Она сказала, все списки просмотрели, у нас татар нет. Представители разные нации есть, русские есть, но вот из татар, которые учились в журналистике, нет в университете, на тот момент не было. Ну, короче, мы назначили Гафурову. А Гафурову я не хотел назначать, потому что она была выпускник высшей партийной школы. То есть у нас своего рода всегда некоторая состязательность была. Выпускники университета и выпускники высшей партийной школы, некоторые в контрах были. А контры во многом из-за чего? Что начальниками всегда были выпускники высшей партийной школы. И они часто унижали выпускников университета. Потому что те по партийной линии становились начальниками, образование было очень слабое, малое, даже вообще отсутствовало. Кроме партийных азов, они больше ничего не знали. А представители университета унижали. Ну, короче говоря, мы стали выпускать газету «Нур», и вот во многом именно благодаря газете я там тесно сотрудничаю. Есть у меня целые номера, где все мои статьи под разными фамилиями. То есть я один писал целые номера газет. Вот. У меня несколько номеров таких есть. Там у меня Рахимов, Телешов и так далее. Материнскую фамилию брал. Ну вот, Халилов, ну вот отца, вот, под разными фамилиями. И мы выпускали эту газету с некоторыми, может, недостатками, с перебоями, но газета, мне кажется, сыграла громадную роль. Вот, может быть, даже я там пишу, не было бы газеты, не было бы моего участия в ней, не был бы я почти 10 лет сапкором агентства «Татаринформ», мне бы эту книгу не написать было. И именно благодаря тому, что я активно работал в журналистике, это позволило мне собрать уникальный материал. Более того, без ложной скромности скажу, сейчас на данный момент такую книгу, которую я написал, никто бы не сумел написать. А почему? Нет информации. Теперь у нас, я бы сказал, это общественная работа, поэтому какие есть недостатки вот для сбора материала? У нас нет архивов, и мы не умеем архивы собирать. Теперь у нас нету нормального научного делопроизводства. Ведь как делопроизводство строится? Проводим мы какое-то совещание, состоятся протоколы, значит, да и присваиваются номера, даты, подпись ставится. И это все потом накапливается как фотографический материал. Такого тоже нету. Подшивок газет полных тоже нет. Получили газету, разослали и все. В библиотеку она не поступала. Поэтому, значит, откуда я брал информацию? Ну, во-первых, из живой жизни. Я сотни людей опросил, у меня на магнитофонах записаны, блокноты, десятки таких томов. Это все лично я собирал. Картотеки очень мощные. Вот сейчас я в тяжелом раздумье, куда это сдать бы. Дело в том, что «Лебединая песня» уже я заканчиваю, и ценности эти куда они денутся? На помойку выкидывать жалко, а передать некому. Но мы же планируем вот как раз и сделать вот эту электронную археологию, да, чтобы это в том числе частично что-то было некоторые на ценные нашем. документы, вот документ Гумилева, или у меня есть вот немецкая листовка, я в книге привожу, которую на татарском языке немцы писали, сбрасывали с самолета, что татар, сдавайтесь, русские вас обижают, приходите к нам, вот такие. И у меня такая листовка есть немецкая, ну она в книге приведена. Она латинскими буквами написана, ну в те годы как раз латинский алфавит был внедрен. И вот получается, что у нас есть о чем писать, и вот это средство массовой информации, газеты, сыграли, я считаю, выдающуюся роль. А так как сейчас газеты перестали издаваться, и у меня тоска была еще какая, вот мы стали «Нур» выпускать,
это татарская община. Газета совершенно неплохая была, но вот потом всякие распри, отсутствие денег, газету прекратили. Теперь мечеть выпускала газету «Нур». И у нас получилось так, что когда некоторый раскол в национальном движении произошел, у нас появилась татарская община, татарская национальная культурная автономия и мечеть. И все третьи организации выпускали свои газеты под названием «Нур». Ключевое слово «Нур». Ну вот неоднократно писал, лучше бы одну газету выпускать, чем 3 убогие, лучше одну хорошую. Но сейчас и даже этих нету. И поэтому то, что появился портал, и то, что вы в нем работаете, вот Закиров, громадное спасибо. И вот я был на организационном совещании и сказал, что по мере возможности я буду всячески способствовать становлению вот этого портала. Потому что это сейчас единственная зацепка, где можно дать информацию, где можно получить информацию. Поэтому я очень высоко отзываюсь о портале. Ну и высоко отзываюсь о тех газетах, которые мы выпускали. С боями, с трудностями, с финансовыми трудностями. Все-таки это большой фотографический задел. То есть, получается, видите, если так вот, ну вот со стороны посмотреть, наши пути, да, вот вы занимались, когда получали образование, и каким образом, через сколько лет, да, вы стали писателем. Вот опять же, делали газету, да, сами там с разных фамилий, да, представлялись, но это стало таким фондом для того, чтобы, опять же, быть экспертом и иметь документальное подтверждение для тех же книг. Если брать сегодняшние реалии, там цифровая, да, вот эта вот возможность оцифровать, отсканировать, что-то предоставить обратно туда, в Казань, чтобы это там хранилось, потому что это, ну, будем так говорить, такие артефакты, да, уже. Безусловно, мы со своей стороны готовы здесь тоже оказать и поддержку, и содействие, и менеджмент. Ну, как бы, собственно, у нас же стартовал проект по лекциям, и вот так как мы, несмотря на то, что мы находимся в Санкт-Петербурге, и вы, и я, но у нас, видите, вот такой вот онлайн идет, да, вот формат беседы, то, может быть, как раз-таки, чтобы расширить аудиторию, мы соберем тоже пожелания по вопросам, и вы сделаете лекцию отдельно по какому-то, вот, например, мы возьмем вот вашу, вот эту книгу, которая, да, в 2020 году вышла, и скажем, давайте вот отдельно по какому-то из этих героев, да, вы сделаете лекцию, потому что, по сути, ну, как бы вот эта связь, и чтобы молодых бодрить, и чтобы они вдохновлялись, потому что я вас слушаю, вас можно слушать, вы великолепный вот тоже рассказчик, и много всего интересного, мы как-то по верхам немножечко прошлись. Да, немножко так, не по плану, может быть. Да, ну вот давайте как раз вернемся к вашему плану, потому что все-таки мы вначале за кадром договорились о том, чтобы вы хотели тоже озвучить, потому что мне очень важно, ну как бы ваше тоже такое экспертное, по поводу вот связи с Казанью, вот, может быть, вернемся в эту тему, потому что мы уже к финалу приходим нашей беседы, уже почти час, и какие-то перспективы, может быть, на проект, на 2021 год, на дальнейшее, помимо наших инициатив портала? Вот как вы расчертили календарь с ваших активностей на сегодняшний день, вот по сути, помимо, да, таких вот локальных? Катюша, мои планы очень скромные. Это, может, не для записи, но все-таки. Это довести до конца вот эту первую книгу, «Татар на берегах Нивы», тираж еще не весь вышел. Потом переиздать вторую книгу «Татары и русские. Историко-лингвистические размышления». И тоже ее издать, она еще не издана, второй раз не издана. Она только практикуется. Это издали только лишь сувенирный выпуск. Вот довести свои книги до конца. А дальше уже, как говорится, отправиться на покой. Но силы будут, и всякие будет потребность, например, общаться с молодежью. Может быть, вот рассказать, некоторые вот хотят, предположим, заняться журналистской, писательской, но не знают, с чего начать. Вот такого рода по телефону ли, или при личной встрече. Мастер-класс, я готов, да, какой-то. Да, мастер-класс вполне можно было бы, потому что у меня накопился, ну, определенный опыт по сравнению с новичками. Вот такого рода. А так, такое дальше создавать, видимо, песенка спета, видимо, поэтому так у меня планов нет. Ну что вы, Рахимова. Планы какие? Они продолжать то, что уже мы создали. Ведь взять, например, постоянно представитель Республики Татарстан. Значит, целой области, ну, бывают театры, приезжают из Казани.
театральные связи надо поддерживать. Теперь мы в науке все время общаемся, получаем книги от ученых Казани. Это институты. Там вот когда-то в Казани создали татарский энциклопедический словарь. И вот они эту энциклопедическую работу проводят. Это ценнейшие работы, которые я использовал в своих книгах. Вот. Потом туризм развивать. Вот недавно мне посчастливилось быть в Казани, в Великих Булгарах я был. Это действительно душевный отдых, я бы сказал. Это взгляд с высот Волги и наши старинные мечети, воссозданные. Это бальзам на душу. И у нас взлет, я бы сказал, позитивного взаимодействия был, когда мы вместе праздновали 300-летие Санкт-Петербурга, тысячелетие Казани. Приезжали наши руководители. Неоднократно здесь были у нас президенты. Интимир Шарипович Шаймиев, значит, Рустам Минниханов неоднократно был. Потом приезжали ученые и устраивали совместные беседы. Чего стоят, например, такие вещи, как открытие памятников? Я, как говорится, и во сне не думал, что у нас когда-то можно будет открыть памятник Габдулле Тукаеву. Никогда в жизни не думал, что, может быть, памятник Мусе Джалилю будет открыт. Вот. И какие работы? То есть изучать татар и в прошлом, и в настоящем, все это освещать в средствах массовой информации и в электронном виде, и, я считаю, и в бумажном виде. Газеты, мне кажется, все равно не исчерпали еще все газеты. Пусть даже, или если не газеты, альманахи, может, раз в квартал, может, 4 номера выпускать, чтобы у нас накапливались фактографические сведения. И опять возвращаясь к основным ценностям, поддерживать религию и поддерживать страсть к изучению своего родного языка, воссоздать то, что мы забыли, и я в том числе. Вот. Это большая печаль, я бы сказал. Ну, печаль, не печаль, но все-таки, если брать ваши труды, связанные с лингвистикой, я думаю, что это как раз-таки такой мощный вклад относительно, что не как переводится то или иное слово, а что выражает, какие эмоциональные моменты. И было бы здорово как раз-таки об этом отдельно поговорить, но это уже, как бы, может быть, даже какой-то материал сделаем, потому что лингвистика и исторический вот этот фактор. Если татары и русские историко-лингвистические размышления, это можно было бы большое интересное занятие провести на эту тему. Да, Там поэтому... громадное количество фактов. Отдельным словам я посвятил, я целую главу посвятил. Ну, например, взял 2 слова. Это товарищ слово, потому что коммунисты очень любили. Товарищ Иванов, товарищ Степанов, это обращение. Вот. Я когда написал в Ленинградской газете статью, она называлась так: «Наше слово гордое товарищ». И там у меня сейчас глава есть в этой книге. Наше слово гордое товарищ. И вот я пишу, откуда произошло слово товарищ. Это татарское слово, которое состоит из 2 слов татарских. Это туар, это скот, туар. И он же товар. То есть татары, как кочевники, основным товаром имели это продукты животноводства. Да. Туар – это товар. Эйщ – это работа. То есть 2 слова скот плюс работа – это даже слово товарищ. Значит, главному редактору, когда я принес, он говорит: Рахим, ну коммунисты же обидятся. Я говорю, ну написать правду, обидеться, не обидеться. Вот есть же слово, например, американское или там английское, ковбой. Американское слово, ковбой. Коу – это корова, а бой – это мальчик. Ковбой. Обидного же нету, ковбой. Ну, не тут так. А теперь, как возникло это слово? Оно возникло именно в средние века у татар. Дело в том, что татары нанимали себе работников для работы со скотом. Туар эш. И чем они должны были отличаться? Они должны были быть, в первую очередь, честными, правдивыми, значит, преданными общему делу. Потому что, вот представляешь, степяк, например, у меня 10 тысяч овец, и я их из города в город перегоняю. Я отдал кому-то, он увел овец, и концы с концами. И концов не найдешь. То есть это должны были бы преданные, верные, подвержены общим идеям люди. И вот когда это слово пропало уже, мы перестали быть кочевниками, а у русских слово осталось. Но они забыли его первоначальное значение, что это работник со скотом. А вот его символическое значение, что это должен быть преданный, честный человек, трудолюбивый, усидчивый и так далее. Вот эта часть его осталась. Вот слово «товарищ»
значит, в буквальном смысле это работник со скотом. А если его символическое значение, это должен быть преданный, хороший человек, честный. Рахим Абай, давайте, правда, сделаем отдельную такую вот встречу, ну, как бы, собственно, лекцию по поводу вот таких вот слов, которые будут этимологию и вот эту связку, да, татарско-русскую, вот эту корневую вот его раскрывать суть и с чем это Еще связано. каких из этой же, может, Здорово. области. Вот Ага. меня сейчас обзывают писателем, значит, я несколько книг написал, ну ладно, пусть обзывают писателем. И вот как-то я в 2 книгах прочитал, что писатель тоже тюркско-татарское слово. Писатель, писать, писатель. И я думаю, ну откуда? Я 2 года мучился. Причем 2 солидных человека об этом пишут, что это тюркско-татарское слово. Ну, я татарский не в совершенстве знаю, но немножко знаю, в словарях поковырялся. Нет, не найти никак связь. А потом я у Алжаса Сулейменова, это казахский поэт, он в свое время очень хорошую книгу написал, «Ас и я» называется. А вместе как Азия. А на самом ас это по-старославянски, ас, я, и Да, я. Вот. красиво. Да. И он написал очень интересную книгу, за что его очень-очень-очень ругали, упрекали, а книга прямо гениальная. И вот я нашел на Литейном в старой книге, такую старую потрепанную книгу Алжаса Сулейменова. Она по советским деньгам стоила 5 рублей. То есть это очень дорого. Я ходил, мучился все равно. Думаю, лучше я, как говорится, кружку пива не допью, но книгу куплю. Купил эту книгу. И вот там я нашел объяснение у Алжаса Сулейменова. Это казахский поэт и общественный деятель. Откуда слово «писатель» татарское? Значит, дело в том, что оно имеет корень, вот есть слово «почке». Почке. Вот почке – это, по-моему, типа нож. Почке. Пычак. Пычак, нож. Теперь объяснение очень простое. Мы слово думаем писать, это вот авторучкой писать, вот авторучкой. А первые-то письменности появились, они резали буквы на глине, на камне. Да. То есть слово писать и резать одно и то же. А резать это почке, это нож. Вот ножом. И вот это писатель, и вот один корень. Я у Алжаса Сулейменова это узнал. Я Вот очень похожа на правду. поразительно. Вот видите, какие мы с вами еще тут феноменальное открытие Тот же нашим Шумовский, рассказом. или тот же Шумовский, который знал 22 языка. Он говорит, искусство – это тоже ваше слово. Я говорю, да не может быть, откуда искусство? Он говорит, нет, там вот кус – это означает кош, птица. Что такое искусство? Люди искусства. Это люди, находящиеся под покровительством птиц. Да. А птиц и русские, и татары до принятия ими ислама и православия, они поклонялись птицам. И считалось так, что талантливый человек – это тот, который под покровительством птиц находится. Вот это кос. И само слово «куст» он тоже объяснял. Это кус – это корень, а «т» – это как бы показатель места, это от персидского взято. Это кусты – это место, где прячутся птицы. Вот. Также он мне объяснил слово «художник». Он говорит, Рахим, знаешь от слова художник? Я не знаю, что сказать от слова художник. Он говорит, вот слушай, раньше у русских художников не было, вот, которые бы рисовали пейзажи, портреты, все. Но были художники, которые рисовали иконы. То есть в древности в России художники специализировались только на том, что рисовали иконы. Остальное все было под запретом, ни живописи, ничего у русских нету, кроме древних икон. А кто такой икона? Там изображение Бога. Поэтому их называли богомазами, художников. Богомазы. Вот. И вот такое слово было. А потом пришло татарское слово. От слова «ходай» – это Бог. Ходай – художник – это люди, рисующие Бога. Ну что ж, Рахим Абай, я вот предлагаю на этой теме вот такую интригу составить, потому и что… отсюда русское слово «худой» появилось. Худой. Да. То, что у татарских бог, когда у нас произошел водораздел в религиях, татары в ислам, а русские в православие, и отсюда слово «кощунство». Русские упрекали татар. Вы кощунством занимаетесь, вы продолжаете верить в птиц. Кощунством занимаетесь. Ну вот. Значит, слово «художник» – это значит люди, которые рисовали богов. Ходай.
Да, да. Подайверсен это. Ну что, мы, как говорится, уже сегодня прям так практически прошлись уже и нырнув в этимологию слов, и вот это нашу связь татарскую, историческую, да, и я Теперь, предлагаю, да, ага, Фатима, еще, может быть, ага, договорю. ага, Вот вы, так как мы начинали с темы блокады, вот да, да, 27-го будет опять конечно. очередное возложение венков. Меня тоже приглашают. Мгм. Я опять к чему возвращаюсь? Для меня эта тема очень такая чувствительная. Тут даже такую я слабость проявил. Вчера брал у меня интервью Ренат Накифович, я даже Мгм. проследился. Ну Мгм. вот, он начал спрашивать, вот как блокаду пережили. Дело в том, что вот я уже об отце рассказывал. Отец Да. мой, значит, воевал 6 лет здесь. Теперь один дядька, двое дядек у меня пропали без вести. И Мгм. долгие годы они считались пропавшими без вести. Теперь я благодаря большим поискам нашел. Одного мы нашли, он похоронен на Пискаревском кладбище. И Мгм. там, значит, громаднейшие есть братские захоронения, под номерами они идут. И Мгм. вот у меня дядька, значит, мне вот документ дали, что он похоронен вот в этом-то, значит. А он был в ополчении и погиб в феврале, пропал. Для нас он всех пропал в феврале Мгм. 42 года. А Мгм. служил он на комендантском аэродроме, ополченец был. И деду такое письмо написал, последнее письмо, как мать вспоминает, там было такое, что охраняю комендантский аэродром. Это в Ленинграде был, сейчас там строительство идет, только названия остались, авиационные улицы всякие. Ну Мгм. вот. Комендантский аэродром охраняю. Держу ружье, значит, оголодал, значит, распух, ружье тяжелое, я его не могу держать. Когда оно рядом стоит, я даже не знаю, я за ружье держусь или ружье меня держит. Это было последнее письмо. И Мгм. потом вот нашли документ, что он похоронен. И там многие на этом братском захоронении, там березы растут, и многие люди портреты своих похороненных повесили. Хоть Мгм. это вопреки исламским законам, мы Мгм. тоже сделали из керамики портрет его, и Мгм. сейчас там на Пискаревском кладбище, на одной из берез, значит, на братской могиле, а могилы эти братские были ямы, где хоронили по 40 тысяч человек в одной Да яме. вы что? По Ой-ой-ой. 40 тысяч человек. Причем в одно время мне интервью давала женщина, там работала, по-моему, фамилия была Бекяшева, а она была зам директора вот Пискаревского кладбища. Вот, Мгм. и она мне вот это все рассказывала. Мгм. Это раз. Второго дядю мы нашли, уже я вычитал документы, в сентябре 42 года погиб на Синявинских болотах. Мгм. Причем погиб, я бы сказал, бесславно, ну, к нему не относится. Значит, у нас 3 человека из нашей деревни были взяты в армию, включая моего дядю. Буквально через какое-то время всем троим пришло письмо, что ваши сыновья пропали без вести. И сейчас я уже раскопал. Значит, их действительно в один день взяли, а у меня дед был председателем сельсовета, и Мгм. через него Мгм. документы проходили. Ага. 3 человека были взяты, включая моего дядю, 19-летнего, взяли в армию, а через какое-то время на всех троих пришла повестка, что пропали без вести. А сейчас я вычел на Синявинских болотах, там неудачная битва одна была, где немцы убили несколько сот тысяч наших воинов одновременно, прямо за 3 дня. Там спаслись единицы. И вот я понял, и сейчас в интернете есть, все Мгм. трое, они там были. Причем, если у всех трое написано, они к какому подразделению относились, а у этих ничего не написано. Скорее всего, они вот только пришли, скорее всего, может, не определились в части, скорее всего, даже оружие не получили. Из деревни привезли, Да. вот Мгм. они в этот котел попали и их там убили. Вот И так еще вот. один дядя у меня по фамилии Чинакаев погиб так. Он участник был Советско-финской войны. И вот когда война закончилась, объявили уже Мгм. перемирие, не Мгм. победу, мы сейчас признаем, Да. что мы проиграли в Финляндии, но объявили перемирие, и на больших радостях все стали стрелять. И шальная пуля моего дядю убила. М. Уже когда была объявлена, Мгм. все это в моих книгах есть. Мгм. Поэтому эта тема мне очень близка. М. Ну что ж, мы, благодарим вас за такое откровенное, такое, и такие даже личностные вот эти моменты, которые вы озвучили, потому что через вашу жизнь, через ваши рассказы это обращает, взор нас каждого к своей семье, как раз
корням. Поэтому, Рахим Абы, вы, конечно, будьте, пожалуйста, здоровы, вдохновенные, и мы вас ждем на наших Виктор Ахмед, следующих. Да. эту идею неоднократно высказывали. Я говорю, по Да. сравнению с советскими временами, у нас сейчас возможности для позитивной, творческой работы, для укрепления мира между народами, для того, чтобы установить согласие, возможностей больше, чем есть. Теперь, вот я опять, может, повторяю идею. Вот все мои книги направлены на то, чтобы ложь вокруг татар была стерта, чтобы мы, наконец, сумели вместе с русскими написать общую нашу историю доброжелательную. Мы веками живем вместе, помогая друг другу. Не было ни одной крупной войны, где вы иногда с решающими моментами не воевали татары на стороне России, в интересах России. Более того, многие считают, что основными государствообразующими народами были русские и татары. И нам этого надо придерживаться. И я еще раз говорю, возможностей у нас много, технических возможностей, возможностей в архивах, в библиотеке нашей богатейшей. Я еще не рассказал вам, у нас есть книжный, так называемый Казанский фонд, тоже уникальнейшие книги. Дело в том, что когда-то для татар цензура была установлена не в Казани, а в отличие от других народов в Санкт-Петербурге. Любой татарин, который где бы ни издавал книгу, в Оренбурге, в Казани, в Костроме, где бы ни угодно, он должен был в цензуру книгу отправлять в Санкт-Петербург. И эти книги накопились. То есть возможности для творческой, позитивной работы для тех, кто способен проникнуться национальным патриотизмом, все условия есть. И поэтому нам надо смотреть с оптимизмом в будущее, несмотря на всякие коронавирусы, несмотря на всякие политические зигзаги у нас наверху. Я думаю, все выпрямятся и идем к положительным моментам. Надо дружно жить в единении и в едином строю, как говорится. Да, аминь, аминь. Рахим Абы. Ну что ж, на этой такой торжественной ноте мы завершаем сегодняшнюю нашу беседу. Надеемся, что мы продолжим уже общение про слова и вот этот мастер-класс для наших журналистов, которые... Рахим Абы, благодарим вас за то, что вы подарили это время, рассказали нам и личные истории, и о вашем творческом пути, потому что это как раз-таки рисует в объеме, что человеческая жизнь, она настолько продумана Всевышним, что когда мы получаем образование, думаем, зачем, к чему, а потом это распаковывается, это таким образом раскрывает в человеке, и он вносит огромнейший вклад в развитие нашего как раз-таки татарского мира, и вы являетесь таким вот проводником из прошлого в будущее, и мы очень надеемся, что сегодняшняя наша беседа, она также продолжится по поводу лингвистики, о том, что вот родство, русские слова, что они черпались из татарской вот этимологии, и было бы здорово также провести мастер-класс с юными журналистами, чтобы вы рассказали алгоритмы, как подходить к написанию статьи, с чего начать. Это будем, так говорить, ваши наработки, ваш опыт и ваша мудрость. Поэтому мы поздравляем с теми книгами, которые уже написаны. Желаем, чтобы те работы, которые сейчас тоже у вас идут к кульминации, вы дорабатываете их, чтобы они вышли огромными тиражами. Аминь. И, соответственно, когда у нас будет возможность что-либо выкладывать на портале Питер Татар из ваших работ, да, вот какие-то отдельные статьи, какие-то отдельно портреты по выдающимся личностям, уже которые вошли в историю либо современников, было бы здорово, чтобы вы нам дали такое же разрешение, чтобы мы как бы усиливали ваши труды уже на просторах интернета. Так что, Рахим Абы, мы, Питер Татар, благодарим за беседу, за общение и, конечно же, будем рады сотрудничеству в дальнейшем. Равиль Афенди и Катяфа Ханум, я очень, в свою очередь, благодарен вам, что вы свое золотое, молодое время тратите на меня. Значит, и усилия, и деньги, и время тратите. Виктор Ахмед, пропагандируйте мои книги. Я уже Равиля благодарил, и вас в данный момент благодарю. Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Аминь. Ну что ж, а мы с нашими зрителями, с нашими читателями портала Питер Татар до новых встреч прощаемся. И ждем те вопросы, которые наша беседа как раз-таки вот станет, будем говорить, таким вот началом дальнейших встреч с вами, уважаемые. Равилю, я еще доволен, что он вот Zoom мне, как говорится,
заставил Да, настроить. это вот... Я сейчас благодаря этому очень получил новые средства информации. Спасибо, Бигзор Ахмед. Бигзор Ахмат. Ну что ж, отключаемся и да, будем... Да. До новых встреч. Ага, до Да. новых встреч. Сау болыңыз.